тупо вот сидят на диване, чилят целый день, то ну что это такое? Мальчики. То есть мужчина не должен сидеть на диване и чилить целый день? Ему надо работать, деньги зарабатывать. Кто так семью делает? прокармливать. Я очень хотела сниматься, вот с первых моих лет хотела сниматься. Но раньше, С когда мне годика было- хотела сниматься? Нет, я еще не знала, что... Не знала, что есть такая профессия. А мы посуду перед собой, как это? Вдруг поток будет... Чего трудно? Откроешь уже кран, там же есть. А я не достаю до крана вообще-то. Стульчик возьми. Стульчик взять. А вдруг поток будет? Мама боится меня. Она меня не разрешает. А, вообще без интернета? Ладно. Не, без интернета я не могу. Почему ты не можешь? Ну это не очень нужно, но как без пожара. Ага, прикинь, вот твой дом загорелся, ты что ты будешь делать? Кого ты вызовешь? А вот смотри, вот Шланга нет. смотри, начало нету огня, да? Ну, Да, нету нет, огня. нет. Ты купишь как бы огнетушитель. И не надо звать, когда у тебя есть дома. Босс должен быть решительный? Да. Да. Ну, Это например, скажут, закончились кирпичи, что нам делать? А он что такое сидит, что ли, будет? Надо решать, заказывать с какой-то страны кирпичи. Всем привет, это спецвыпуск подкаста «Три медведя». Этот подкаст приурочен к 20 ноября, Всемирному дню детей. Именно в этот день была принята Конвенция о правах ребенка. Подкаст подготовлен при поддержке ЮНИСЕФ Таджикистан. И сегодня с вами я, Белый Искандар Мирзганиев. Я Белый медведь, у меня такая кликуха. Как зовут вас? Давайте представимся. Меня зовут Имран. Сколько тебе лет? 8. А тебя? Не Малька. Мне 6,5 лет. А тебя? Суровая. А 7 лет. Он правильно на меня так посмотрел. Ты же у нас уже была в гостях. Аселька, мы все прекрасно помним. Нас разорвала в прошлый раз. Я ее не знала. Вот теперь познакомились. Так, смотрите, ребят, у меня сегодня такой вопрос. Я хочу, чтобы мы с вами поговорили, поразгоняли тему. Вы сейчас маленькие, относительно маленькие, да? Ну, вот он большой уже. Он большой уже. А я большой? Да. О, огроменный. Как велика. А вот как вы считаете, когда можно сказать, что я вырос? Это сколько лет должно быть человеку? Я думаю, что 10. В 10 лет ты уже вырос. Или как вы, или 50. Как я, 50? Нет, или как-то 12 лет там. Ну, я думаю, с 10 это уже взрослый. В 10 лет уже взрослый? Да. Да, 10 лет это уже, нормально, большой уже. Да? А ты как считаешь, Асель? Во сколько лет можно сказать то, что я уже взрослый, большой? В 12 лет можно. В 12 Нет. лет уже А можно? еще 21. Самая маленькая. 21. В 21? Да, уже взрослый. Максимум это 20. С 10 лет и больше. А подождите, мне теперь странно стало. А в 30 лет это сколько? В 30? Это уже старый? Это уже... Нет. Нет, молодой. Это Это уже взрослый. не такой старый, но капельку старый. Капельку старый в 30 лет. Нет, это молодой. Молодой. Нет, капельку До старый. 50 лет молодой человек. А после? После уже старым Вот становится. 50 лет это вот такой. Уже вот такой? Нет, у нас бабушка в 50 такая 50 лет, да. молоденькая. Вот 50 лет это уже больше, чем там 10, 21, 12. Это больше. Ты любишь математику? Обожаю. Ну, смотрите, ребят. То есть вы говорите, что в 12 лет вы уже взрослые. Ну да. И то есть вы И уже... 21. И в 21 уже И взрослые. в 20. А до 12 вы еще маленькие. До 6,5, до 7,5, до 8, до 9 мы уже маленькие. 10 лет, там 11, 12, 13, 21 мы уже подростки. А потом уже 50, там 23, 22 это уже более взрослые. А когда вы планируете устроиться на работу? Кем вы вообще хотите стать? Я хочу лучшим в мире каратистом. То есть это хочешь, чтобы спорт был твоей работой? Не, это будет хобби. А кем ты хочешь стать? Я хочу стать бизнесменом. В какой отрасли именно? Где-нибудь 20. А в отрасли какой? Чем заниматься именно? Бизнес? Какой бизнес?
Ну, продавать что-нибудь. Неважно что. Да нет. А ты кем хочешь стать? А я хочу стать моделью. Оу, моделью? А что будешь делать? Буду на подиуму ходить моделью. По подиуму ходить моделью? Да, моделью. О, а ты кем хочешь стать? Архитектором. Я просто дома, я уже с детства дома строю большие. Из лего такого большого. Серьезно? Я еще хочу быть строителем. Мне вот 3 годика было, я вот такой большой замок построила. Я тоже, мне было 5 лет. Где-то 4. Я вот так строила домики большие. Вот интересно, то есть получается у нас будет бизнесмен, который продает неважно что, и при этом еще ногами махает как каратист. Если кто-то у тебя не купит, я боюсь посмотреть на этого человека. Ты для этого занимаешься карате? Ну да. Чтобы покупали лучше, да? Я и так люблю карате. Я не ходила на карате. Может, картошка. Ну, вот моему... Картышка или картешка? Вот мой брат большой, ему 25 лет. Я ему говорю, что вот убью, он говорит, хочет. Хорошо. То есть мы с бизнесменом поняли. Ты хочешь стать моделью, еще строителем. Строитель, потому что я вот так строил, понимаешь, что... То есть ты будешь модель-строитель. А я один раз построил вот это вот. Я один раз построил этот. Ну, я не дом строил, а палочку из конструктора. И она у тебя. Ну, конечно. Я ее построил почти ростом с тебя. А Селька у нас хочет быть архитектором. То есть вы в 12 лет уже взрослые. С 12 лет ты к 20 хочешь стать бизнесменом. Ты к скольки хочешь стать моделью? Стать моделью. В сколько тебе должно быть Ну, лет? не в 20, а в 12. Там 23. В 23 ты станешь Не моделью. в 20, а в 12. В 12 ты станешь бизнесменом? Да, потому что у меня уже много денег. О, А я буду еще как его... Где-то денег $122. Как это называется профессия? Кто снимает? оператор, режиссер, фотограф. Который снимает Ютубер? себя. Да. Ютубер, ты блогером хочешь. То есть ты будешь модель, ютубер. А Селька, ты будешь архитектором. А во сколько лет ты планируешь? 20. В 20 лет стать Вообще родители архитектором. должны помогать детям. Какой период? А моя мама говорила, что с 18 лет детей все проблемы будут решать мама и папа. До 18 лет. Да, до 18. А потом? Я придумала, я буду до 18 лет буду работать. Это намного лучше. Точно. Вот вы говорите, хочешь быть архитектором, ты YouTube-блогером, правильно? Да. И моделью. Да. Ты бизнесменом. А что вы для этого должны, какие навыки в себе развить? Как вот учиться, к чему именно? Что нужно учить, чтобы стать бизнесменом? Математику. О, Что еще? Математику, биологию, химию. То есть все науки нужны для бизнеса? А тебе для И твоего? еще... Ну и остальные предметы. до строителя? Нет, ты же блогером решила стать. Ну 3 же работы. 3 работы будет. Ну хорошо, давай для Вот строителя. строитель. Мы будем проходить. Вот. Там нам в школе или в университете будут говорить будут говорить, что одевать, когда ты будешь работать с кем-то или что-то. В университете будут говорить. Или в школе. Ну окей. И вот потом еще будут говорить, кирпичи, когда падают, нужно одевать Каску. каску. Ага. И какие вещи, все, что нет, Настя, чтобы блогером быть, нужно подумать и запланировать планы свои. А вот как моделью нужно знать свой вес и свой сколько Ширину, да? Ширину? Параметры. да, ширину. И вот, нужно соблюдать это. А Селька, ты с этим согласна? Что для модели нужно знать, какой твой вес? Да, потому что может платье не влезть и вот, и вдруг. Просто у нас Селька спортсменка, она у нас и в теннис, и в гимнастику, да? Ты следишь за своим весом? Да. А тебе для архитектора какие нужно знать науки?
Ну, обязательно математика, они же по карте ведут подсчет, ну, как дома, сколько сантиметров, миллиметров, это обязательно надо. Еще урок труда может пригодиться. Как? Ну, например, мы там должны построить дом какой-то. А у вас есть уроки труда? Да, у нас есть уроки труда. Вы вместе, мальчики и девочки? Да. А у вас есть труды? Чтобы не разговаривать. Урок труда? Да. Да. И что вы делаете? Последний раз у нас мы делали дедушку из цветной бумаги. Ну, это не уроки труда, это урок аппликации, нет? Нет, у нас труд называется. Это труд называется. Дедушку из аппликации. А в вашей школе есть труд? В нашей школе есть труд, нам там вот доски дают, нас учат как пилить уже. Уже учат Да, как нас пилить. учат как пилить. О, И ну, забивать гвозди. серьезно? Нам учительница говорила, что она приготовила для нас игрушку и как делать ее из бумаги. И сказала, что в следующий раз мы будем делать ее. Мгм. И вот, и у нас У нас- тоже есть труд. А у вас что на трудах У делают? нас на труде мы делаем разные поделки, мы разные поделки делаем, рисуем. Мы, например, делаем птичек делаем, а еще мы рисуем разные рисунки. Рисуем птичек там, рисуем домики, все рисуем и делаем. Так, это урок рисования получается. Ну, давай, Ну, ты в и каком рисовать. классе учишься? Я в первом. А ты? Во втором. Асель? Тоже во втором. То есть ты во втором классе режешь дерево, забиваешь гвозди. Да, там еще вот иногда там могу коробку лего каждому дать, и мы должны вот каждый построить что-то. На уроке труда. А еще мы делали на труде, мы делали букет. А еще мы делали вот такую закладочку, собачку. А еще мы делали, как это называется, вот такую маленькую кошелек. Мгм. Мы много чего делали. Еще у меня брат двоюродный, он приехал на субботу-воскресенье. Он меня научил, как делать сюрикен. Сюрикен как делать? Серьезно? Да. И из чего ты делал сюрикен? Из бумаги. И он что, летал? Да. Мы его так брали, кидали. Ну, вообще, сюрикен состоит сам весь из железа. Да, я вот помню. А мы из бумаги делали. Но мы в детстве, когда маленькие были, тоже сюрикен. Но у нас железные сюрикены были. Он как спиннер, только острый. Да. Самая маленькая наша сказала то, что хочет быть блогером. А вы сами не хотите быть блогерами? Я хочу. Я хочу. Ну, ты уже хочешь, мы это знаем. Давай спросим ребят о ней. Я хочу тоже. А ты, Асель? Ну, тоже хочу блогером быть, интересно, там, может, свою большую компанию, ну, вот как у Влада А4, у него там А4 продакшн какой-то есть. Ну, короче, много чего можно делать. Но это вот удовольствие для себя получаешь. А блогер это профессия? Нет, это хобби. развлечение. такое. Развлечение? Это хобби. А ты каким блогером хотел стать? Ну, как А4. Челленджи делать? У нас до этого ребята сидели в прошлом подкасте, они говорили, разделились мнения. То есть половина были за А4, половина были против, потому что Влад А4 якобы ворует контент. У Не кого-то. ворует. Не ворует. Нет. Он все и зарубежный вот Да, берет. да. Ну, берет зарубежный контент и просто его адаптирует. То есть и вы в будущем планируете работать, но при этом быть блогерами, как хобби. Да, Влад Да. А4 же работает, и он тоже блогер. А у тебя блог какой будет? Про архитектуру? Ну, там челленджи разные, еще что-то. Ты будешь придумывать челленджи. Я очень хотела сниматься, вот с первых моих лет хотела сниматься. Но раньше, С когда мне годика было... хотела сниматься? Нет, я еще не знала, что... Не знала, что есть такая профессия. Ну, конечно. И мама мне открыла канал. Ну, у тебя есть свой канал. Да, но мы еще не написали видео. Ну, лихая беда начала. Может быть, первое видео, которое мы сейчас записываем. А у тебя про что будет блог? У меня... Я буду придумывать челленджи всякие. То есть вы вдвоем будете придумывать челленджи? Да. Что такое челлендж? Да, Объясните это мне, пожалуйста. Я не совсем понимаю, Челлендж я старый. это типа игры. Так, и что нужно делать? Там я видела один челлендж. Как он назывался? Челлендж это... Там А4 я смотрела, там челлендж в гробе они были. Оу. Их было 4 всегда.
И что они там делали? 3 в гробе, 1 ведущий. Карточки на стене висят. Ведущий говорит тем, кто в гробе, какие там числа есть. Потом он выбирает число, ведущий смотрит, и если, например, там я видел там, змея выпала. Ага. Какой там мрачный челлендж. Я услышал такой челлендж. 24 часа, да. Да, 24 часа. Вы все его делали с Раньше родителями? был такой челлендж. Раньше был. Я смотрел 24 часа у А4 в море на картонном корабле. Еще там у него было 24 часа, говорю брату только да. А еще 24. А вы можете 24 часа говорить «да»? Да. Все, что родители вам попросят сделать, вы говорите «да, буду делать». Нет, Нет. это не получится у Деньги меня. еще свои тратить, еще не А хватает. вдруг деньги скажут дать все свои? Все твои деньги мама скажет не «дай». Нет, я один. Я не хочу свои 1220 самонипов А знаете отдать. что? У меня были все свои деньги, и я все эти... Не, подождите, давайте вопрос не в деньгах. Если вам скажут, например, родители, да, челлендж, мы перевернули его, вы должны в течение суток говорить им 24 часа «да». Правильно? И они говорят: помой посуду за собой. Нет! Не. Без проблем, чего? Помыть посуду перед собой. Как это? Вдруг поток будет... Чего трудно? Откроешь уже кран, там же есть. А я не достаю до крана вообще-то. Стульчик возьми. Стульчик взять. А вдруг поток будет? Мама боится меня. Она меня не разрешает. Хорошо. Мочалку возьмешь, так нальешь, так все быстренько. Главное, смотри, не той стороной губки не протеряй, а то потом царапины будут. А вдруг будет? А если они да. скажут: ладно, Да, с посудой понятно, скажут: убери свою комнату, да, Да. без проблем. Без проблем. отбери игрушки, которых ты больше не играешь, чтобы их отдать кому-нибудь. Хорошо. Да. Хорошо. Хорошо. Тогда такое. Садись, читай книгу, выключи YouTube и интернет. Хорошо. Хорошо. До следующего дня. Я вообще уже сколько? До следующего дня? Нет. 3 месяца. Почему? Уже 6 До месяцев. следующего дня. Я уже 6 месяцев без телефона сижу. О! Только на компьютере. Серьезно? Да. Без А ну ютуба. вот без интернета вообще. Вообще без интернета? Ну ладно. Не, без интернета я не могу. Я Почему тоже. ты не можешь? А, Селя, ты можешь без интернета? У меня даже домашки могу, по интернету. Ну, могу, если заставят. Не, а если не заставят, если тебе говорят: Асель, сегодня челлендж 24 часа, да. Ты сегодня сутки без интернета. И ты говоришь «да». Без проблем. Нормально. Я могу себе увлечение найти. Я тоже. 24 часа? Без интернета. Если 24 часа без интернета, то это без проблем. Да, Я уже пот- 6 месяцев без интернета. Да, потому что как я всегда прихожу домой, всегда что-то интересное читать. Я хочу целый день вот это то читать. 24 часа без интернета без проблем. Без проблем. А 24 часа без гаджетов? 24 часа без гаджетов? Ну вдруг кому-нибудь надо позвонить. Давайте поймем. Компьютер – гаджет. Ноутбук – гаджет. Гаджет. Телефон – гаджет. Айпад. Тоже гаджет. Гаджет. Плеер – гаджет. Гаджет. Вот этого всего у вас нету. Да, и Телевизор это это не нет. гаджет, да? Телевизор не гаджет. Нет. Но его смотрит дедушка. Я тоже. Дедушка? Свои каналы. Нет. Потому что вдруг тебе нужно позвонить, а телефон, Ну, Да, без вообще, проблем. как позвонить тебе? 24 часа без гаджетов без проблем. А А ты как сможешь, кому-нибудь Асель? позвонить? Как маме позвонить? Как Без папе? гаджетов хорошо. Я смогу. Я а ты смогу. сможешь без гаджетов? нет. Ты не сможешь. Я Потому смогу. что У меня сестра каждый у день. меня есть планшет, и он не работает. И я без него никак. Я не могу ни маме позвонить, ни папе. А вдруг ты где-то застряла, или ты упала, или что-то у тебя какие-то проблемы. Ну, если не считать моих уроков по интернету, я их делаю по гаджетам. Если не считать их, то смогу. А что? Есть так? А как ты уроки делаешь в интернете? Я?
По ментальной у меня только. я тоже Я по схожу в специальную программу, захожу в мои тренировки и решаю счет на скорость, столбцы и флеш-карты. А вот Асель в прошлый раз нам рассказывала, то, что она иногда подсматривает в интернете решение задач. Я все рассказала, мама говорит, ладно, ничего можно. Ну, конечно, можно. Мы тоже смотрим в интернете то, что мой дедушка не знает. А ты дедушкой делаешь домашние Да, задания? с дедушкой. А я раньше с бабушкой, теперь с мамой. Ты в интернете не подглядываешь решение? Мы да. Я нет. Мы да. Вы, да. Я Ну, не подглядываю в математика. книгу, а Ты не в в книге? интернет. А вот Асель говорит, я говорит, иногда 1 раз в 1000 раз, да? Я То есть тоже иногда. иногда, Ну, да? иногда. Не так много, но вот так. Капельку. Там сложные Ну, задания. вдруг мы не знаем, вдруг я не забыла записать домашнее задание, а мне отправят. Нам отправляют по телефону, и мы смотрим. Слушайте, ребята, у меня вот такой вопрос. Мы определились, кем вы хотите быть. Ну Мы да. поняли, то, что блогер это не профессия, а хобби. Да. Правильно? Да. Да. Вы хотите делать челленджи, что тоже интересно. Да, класс. А вот есть ли такое различие профессии для мальчиков и профессии для девочек? Да. Да. Какие? Вот для девочек это модель. Это... А мальчики моделями не могут быть? Ой, нет. Ну, могут быть, но Гимнасты? могут быть, но нежелательно. Кто? Мальчики? Мальчик, да. У нас на гимнастике половина мальчиков в зал, половина девочек. Мальчики вот так вот на шпагат сядут, мостик сделают. Еще... Ну, хорошо, а есть ли такие профессии, которые не для мальчиков? Да. Да, балет, например. Не могут, Стоп. могут. Нет, балет можно. Да. Так. Задачка, да? Угу. Так. Как ты считаешь, Асель, есть такие профессии, которые не для мальчиков абсолютно? Ну, есть одна. Какая? Ну, модель. Ну, как модель не может быть мальчик? Нет, модель может, потому что он может шить или выходить. Ну, шьют же платье, да. Да. И Ну, штаны, нету да. таких профессий. Да. Хорошо, мы выяснили то, что нет профессии, где не может работать мальчик, да? Да. А есть профессии, где не может работать девочка? Нет, Нету. Тоже таких нету? тоже Я нету. думаю. Ты как думаешь? Я думаю, что есть. Какие? Ну, например, карате. Не, некоторые Ну, преподают. здрасте, в карате. Девочка тоже карате делает. Ну, Я не занимаюсь карате, но я все равно сильная. пожарники, как считаете, могут быть девочки и мальчики? Девочки не могут. Почему девочки не могут? Пожар, опасности, все остальное. А, то есть там, где опасность, там девочкам тяжелее будет. Мгм. А если она захочет? Все равно Ну что, можно? Можно, да? можно. То есть нет таких профессий, где... Нужно быть аккуратно. Нужно не попасть под огонь. И девочки же ответственные. Да, согласен. А мальчики не ответственные? А мальчики Ага, потом мне вот ответственные. говорят, что... Но им все лень Вот так делать. вот говорят, что мама, я вот Здрасте, так вот говорят, привет. мама, я вымыл посуду, Когда- не волнуйся, когда- придешь, все будет чисто. Приходишь, а где посуда? Ой, а я забыла, иди ты вымой. Нет. Смотри, Асель, у них там спор пошел. Ну, приехал паровоз. Мальчики ленятся. А что, мальчики не ленивые? Я нет. Когда они вырастут, будут ленивые. Я нет. Когда вырастут, будут ленивые? Я не ленивый. А почему это? Ты как считаешь, когда мальчики вырастают, они ленивые становятся? Ну, если ходить в спортзал, то не ленивые, а если вот так, то Не, тупо вот учиться. сидят на диване, чилят целый день, то ну что это такое? Мальчики, То есть мужчина не должен сидеть на диване и чилить целый день? Ему надо работать, деньги зарабатывать. Кто так не семью делает? прокармливать. и некоторые мальчики взрослые, они некоторые не работают, а ленятся. Некоторые. Я не ленивый. Ты не ленивый. Ну, может быть, что, вырастешь, станешь таким. Ну, такое может быть, то, что измениться можно. Ну да, наверное. Но надо хозяйкой работать. Кто, мальчик? Нет, или девочка, или мальчик. Домохозяйка работать. Да, можно и будет просто сидеть дома и все. Какая профессия сейчас либо в будущем не нужна? Как вы считаете? Сейчас и в будущем. Вот вы вырастете, какая профессия уже будет не нужна? Фермер нужен? Да. Нет? Нужно, очень нужно. Чтобы огород садить. Это очень нужно. Да? А ты бы Очень. стал фермером? Я?
Я не буду. Фермер много зарабатывает особенно когда, сейчас коронавирус, все остальное. Почему фермеры зарабатывают, когда коронавирус? Они Он в дома свой маске огород ходит, сеют. он в вещах ходит, а так он все равно. Профессия фермера нужна, потому что овощи и фрукты очень полезны для здоровья человека и нужны для его жизни. Вот, еще. А актер? Профессия нужна такая? Актер? Да, вдруг будет скучно людям. Так. Вот. И они пойдут на мастерство актерское, да? И там, где представление, да? Где актерское. В театр? Да, в В кино? Где актерское мастерство. И они будут смеяться. Некоторые цвета. А если они будут Они плакать? будут так смотреть и представлять, как это будет. Это для них как фильм будет. Ты как Им считаешь будет сейчас? нравиться. Актеры нужны еще? Нужны, например, чтобы народу не было скучно. Например, вот они думают, куда нам на выходных сходить? Потом, сказали бы в театр, а потом такие приходят, никого нету. Зачем деньги платили? Билеты покупали. Хорошо, такой вопрос. Вот вы смотрите блогеров, вы смотрите YouTube. Да. Вы смотрите, насколько чаще вы смотрите в YouTube блогеров, нежели актеров в кино? Что чаще? Я актеров в кино не смотрю. Я А4 только смотрю. И Майнкрафт. Я YouTube, смотрю часто. А ты? Я тоже еще смотрю. Я То есть вы я актеров очень часто. редко видите. Да, Актеров, да. А они вам интересны? Я актер. Если вы... А будут они вам интересны дальше? Мне нет. То есть не нужна профессия? Особо нет. Мне нужна профессия, потому что когда я вырасту, как я буду деньги зарабатывать? Ты же У сказал, ты тебя будешь и так строить. 3 профессии. Сколько тебе еще? Если бы не было профессии, что бы делали люди, как они деньги зарабатывали? Актеры в будущем не так, да, важны? Не так. И так будет еще. А что важно? Важно. Очень важно, Да. очень важная профессия это задачка. Задачка. Важная профессия это, фермер. Я думаю, что фермер. Ты сам не станешь же фермером. А я думаю, Нет. Лопатой махать весь день. Нет. я думаю, что важная работа это как его, это быть милиционером, потому что вор может что-то у тебя украсть, а кто тебе поможет? Милиционер. Милиционер. Я думаю, что военный. Военный тоже, Тоже важная профессия. Да, военный потому важный. что А ты что думаешь? Пожарный. Пожарный? Да, тоже пожарный. Он там тоже как раз вот важно. возле какого-то дома загорелся пожар. Приехали спасать ее. Это не очень нужно, но как без пожара. Ага, прикинь, вот твой дом загорелся, ты что ты будешь делать? Кого ты вызовешь? А вот смотри, вот Шланга ты нету. начало нету огня, да? Да, Нет нету, пожара. да, нету. Ты купишь огнетушитель. И не надо звать, когда у тебя есть дома. Когда у Ну тебя ты же есть не дома. знаешь, как этим пользоваться. Огнетушителя не хватит. Даже если знаешь, как им А пользоваться. может что? На весь дом не хватит. Да. Короче. Потом же пожар все больше и больше будет разгораться. А может быть и рядом с лесом. А еще важная работа это профессия. Смотри, пожарные важные, потому что, Ну да, я знаю. например, если, Да, загорится дом. например, твой дом рядом с лесом, например, Да. твой дом загорелся, А? этот пожар пришел в лес, и весь лес загорелся. Потом никакой огнетушитель никого не спасет. Ну да. И что потом делать? Пожарных вызывай. Ну да. И вот, важная профессия. Важная профессия это фермер, потому что я уже сказала. Да. Почему? А еще продавец, магазин. Потому что люди, фермеры, может, у них отпуск, да? Наверное. У них иногда отпуск, да? Нет. Наверное. Иногда, Эти все, да?
эти все вещи они берут от фермера. Ну, вдруг вот эти продукты, все он остальное. только как вот Продукты. семена ложит, Сажает. сажает, И и потом- вот и магазин, но вдруг люди голодные, когда фермер, у него или отпуск, У фермера всегда найдется овощей и фруктов. но вдруг они не знают адреса и не знают его Какой адрес? номера. Еще Идут Продавец. в магазин, и все продавцы берут эти все овощи, фрукты от фермера. ну да, фермер, и магазин тоже важный, это почти как фермер. И там не только продают. И вот, потому что Хорошо, мы выяснили. Знаешь, люди там голодные, милиционеры нужны в будущем, военные, Да. военные. пожарные. Да. Ну, пожарные, безусловно. Ну да, безусловно. А военные зачем? Чтобы Военные охранять, защищать. Чтобы защищали нашу страну, потому что когда была война, эти как их там Вот. эти военные сражались против фашистов, Мгм. и они еще- спасли нашу страну. А еще они сражались против там хулиганов, там Каких воров. Вот, да. Они против их, а они защищают нашу страну. А ты можешь сказать, вот сколько шла Великая Отечественная война? Сколько дней или лет? Я могу сказать. Ну, где-нибудь, я думаю, год. Что? Или сколько? года 2. Великая Отечественная война шла 1418. Даже я столько не знал. 1418 Я дней. в шоке. А умерло 27 миллионов. Каком? В 2018 году. 400... 18 дней. я сказал. 1418 дней. Это сколько лет? Нет, это же мало. Так, 1418 дней. Если 1 век 100 лет, ну это много. Шо? Ну да, 100 лет это Ну, это мало, сколько но от веков-то? нее это очень много. Если это 10... Вот. Ну-ка посчитай. 14 веков и... Нет, надо 18 14. Сколько? 1400 И- дней? 1418 дней ты сказал, да? А, Дней. В году сколько дней? в году, 12 месяцев, а дней... Не знаю. Дней. Великая Отечественная война шла с 1941 года по 1945 год. 1941 год, По 45. то, значит, 4 года. Да, шла Великая Отечественная война. Ну хорошо, ребят, что-то мы ушли не в ту сторону. То есть в будущем мы поняли, что военные, милиционеры, фермеры и все, и пожарные. Да. Да. А где же актеры? Где архитекторы? Где бизнесмены? Ой. Ну ничего. Все профессии нужны. Модели не нужны Модели не нужны? Как-то не нужны. в будущем. Потому что они просто ходят и показывают. А Как им кто хочется. зарплату будет получать вопрос? И будут просто говорить. И все. Так, еще раз. В чем споросы? Хорошо, модели не нужны, да? Ну да. Ты решила все-таки. Не так очень, но нужны. Не так очень. По-моему, вообще не нужны. То есть у тебя осталось две профессии. Блогер и Нет, строитель. я буду работать моделью, но модель в будущем, она не нужна. По-моему, модель вообще не нужна. Ну, Мне потому кажется, что модели, там просто они нужны. показывают, какие у тебя платья. Давайте послушаем Ассель. Они что? Модели, они нужны, потому что они же ведь ездят по разным странам, городам, люди же ведь ждут их. Ну, когда приедут, им же интересно на них посмотреть, там, люди же ведь их ждут так с нетерпением. Но если они уволятся, ну, зря, что ли, ждали год-два. Ну да. Тоже верно. А еще По-моему, не нужны. нужны. Ну, это интересно. Нужны, конечно. И в итоге, значит, ты все-таки станешь моделью. Да. Ты архитектором. Архитекторы нужны в будущем. Архитектор, да. Ну да. Нужны. Вот если бы их бы не было, то люди где бы жили?
Домов нет, ничего нет. Весь мир пустой. Еще раз. А еще строитель, это очень важно. Потому что они бы что, жили на улице, в помойке? Архитектор, я думаю, что важнее, чем строитель. Я не знаю, что это за профессия. Архитектор, он планирует, как построить дом. То есть строитель строит дом по чертежам, но чтобы рассчитать все, чтобы я дом не поняла. упал. Да. А я буду... У нас тоже будет архитектор. Ты тоже будешь архитектором? Нет, я же буду строителем. Угу. И у нас тоже... Давай ты вместе со мной в бизнес. Да. Бизнес с тобой Я сделаем. буду строить. Да, все. Только смотри, Да. там не рассчитай, там побольше что-то. Хорошо. Ты к ним в бизнес пойдешь? Давай. Продавать их услуги? Давай, будем Дома продавать? Дома, да. договариваться. Вот смотри, она придумала, Будем она нас построила, давать две. а ты продаешь эти дома. Да, вот продает А дом. деньги пополам. А если кто-то не купит, как раз в щетку даст, все нормально. Мы договорились. Все, так даст и все. Мы с Он же Азель картошкой занимается. Азель договорились. Карате. Какой картошкой? Мы с Азель Карате. договорились, чтобы Картошкой. я к ней приду, и я буду работать. Мгм. То есть вы сколотили уже целую фирму. Да, мы как бы договорились. Уже Ты всё строишь, ты рисуешь архитектуру, Да, ты я- потом это все продаешь. А давайте подумаем, Дом ты будешь как вы назовете свою компанию? Ой. компанию? А мы же забыли друг друга что столько лет. Да. Как это? Как мы вспомнили друг друга? Скажите нам. Ну, если вы сейчас начнете думать, вы уже начнете работать. В 12 лет вы же уже взрослые. Чуть-чуть осталось. Мне осталось до 12, 4 года. Ну так как назовете компанию свою? Окей. Давайте подумаем. Что вам всем нравится? Что вас объединяет? Дружба, Дружба. Так. Как по-английски будет дружба? имя. В А вот смысле имя? по отчеству Имя придумаем. нужно не знать, как По мы отчеству? будем говорить. Как? Ну, все. Эй, люди, Ну вот, эй, например, друзья. у меня Галина всех- одно отчество. Мгм. Вот сейчас других можно как-то объединить, чтобы как цепочка все получилось. Буквы первые, аббревиатуру. И имя. Тоже. Потом, что, А. будем... Друзья, давайте так сделаем. Нужно по именам. А, по именам. Ну. Итак, первые буквы у вас какие получаются у нас? У меня И, Так. у нее М. И А. И что, у вас компания будет называться МИА? Пир. Или АИМ? И. А может быть Им. Има. Има. Все, у вас есть компания ИМА. По строительству. Мне что, Будет... интересное название. Има. Ну да. Так. Может и... Имя прикольное. Хорошо, ребят. Мне это очень... Я придумал. Давай. Может быть, назовем нашу компанию, ну, не в одно слово, а, например, в 3. Который начинается... Буквы давайте. Все буквы наши. Нет, 3 слова в названии нашей компании. Ну, первое слово на И, второе на М, третье на А. И... И. Ну, в общем, мне понравилось то, что вы можете скоординироваться и сделать одну же компанию. Пусть давайте ее пока назовем ИМА, да? Временное название, пока вы не Да, придумали. пока что. Има. То есть, что вы будете делать в компании? Има. Ты будешь... Чертить чертежи. Ты строить. Строить. А ты? Продавать. А меня возьмете? Давайте вы будете нашим боссом. Только смотрите там. Кем я буду? Боссом. Как я буду боссом? Вы будете, знаете, что Даже делать? сидим, кресло будет хорошее. Вот смотрите, она будет говорить, ну, будет рисовать, как дом делать, я буду строить, он продавать дом, да? А вы будете заходить в этот дом, который, ну, мы Не волнуйтесь, сделали. ноутбук будет хороший. А еще дом будет хороший. 12 пробом ноутбук возьмем, нормально Да. будет. И я буду боссом. Да, все, у вас золотая мышка будет, все, не волнуйтесь. Нет, вы будете заходить в наш дом. То есть, Будете по вашему проверять. мнению, Вы босс будете ничего не делает. который Он мы сидит за построили компьютером. дом и продавал, за уроком. Проверяйте, Мы короче. будем... А. Мы продаем дом, а вы зайдете в него и будете там жить, который мы Не. продали. Не. Да. Мы вам дом отдельный купим, такой белый двухэтажный будет. Да, Нормально? который я построила. Не, давайте
Не. Круто, я Вы за. быть- Особенно на старости лет вы меня сделали боссом с золотой мышкой. Путаница. Золотой мышкой. Хорошо, давайте. Случайно не с алмазным Чем? компьютером. Путаницу Так, ребят, смотрите, давайте по очереди сейчас выскажитесь мне, пожалуйста. Кто такой босс, по вашему мнению? Босс — это главный человек из всей компании. Да. Что он должен делать? Командовать. Он должен командовать и говорить, что все это, что это делать. Без босса никак, потому что вот люди, да, которые работают. И что им делать? Просто работать, да? А Так, босс для чего когда? Асель, а каким должен быть босс? Не таким уж сильно и строгим, а то если он будет строгим, то начальник, будут понимать то, что они будут не проявлять уважение к боссу. Если он будет строгим. Да, если он будет строгим. Нужно быть чуть-чуть и строгим, и чуть-чуть ласковым. И он должен немножко быть добрым, потому что если он будет слишком злой, то он будет считаться врагом солдатов или людей, и вот. И если босс будет слишком строгий и злой, то все рабочие будут уходить От него. с компании. Да. Да, с компанией и от него. То есть босс не должен быть строгим, не должен быть злым. Да. Нет. Он И должен еще один строитель может сообщить еще в какую-то службу, они все выяснят, что, кто, но потом начнут все выяснять друг другого. босс должен быть половина хороший, половина Строгий. строгий. И получится полухороший, полустрогий. И Босс. получится нормальный. Нормально. Нормальный босс. Босс должен быть, говорить, я здесь самый главный, я только все Он умею. наоборот должен других хвалить, то что молодец, здорово, хороший дом. Он должен говорить, ты хорошо справился, ты очень хорошо старался, а не говорить, я справился, я хорошо говорю, а не ты. Хорошо, а другой вопрос. Босс должен быть решительный? Да. Да. Это, например, скажут, закончились кирпичи, что нам делать? А он что такое сидит, что ли, будет? Надо решать, заказывать с какой-то страны кирпичи. Или что-то делать. Это самое главное качество Лениться босса. же. Самое главное качество босса быть решительным? Да. Да. Прям порадовали. А вы какими будете боссами, когда вырастете? Решительным, не так уж строгим. Все. Гостеприимным. Я не да. босс. Я не босс модели. Я не босс модели. Я, например, не буду боссом. Почему? Я тоже не босс. Не очень. Потому что я боссом не хочу. Нужно вот так указывать или что-то говорить. А что говорить? Это как бы по своей воле. Чего говорить, чего не говорить. А короче, я не буду. Я не буду Я этим. тоже. То есть вы не хотите быть боссами? Не. Да, не хотим. Здорово. Такое чувство, что я большое. Оказывается, я на подушке сижу. А я вот хочу. Ты хочешь быть боссом? Я не. Руководить? Я Справедливо руководить? Да, справедливо. Решительно? Ну да. Решительно. Я не хочу быть боссом. А ты бы хотел, чтобы хочу. у тебя была девочка-босс над тобой? Не, директрисы тоже могут. Директрисы. Не. Почему? Я не хочу. Мгм. Я тоже не хочу. Об этом даже не говорите. Я думаю, все так или иначе хорошо кончится, все хорошо получится. Скоро Новый год, ребят. Окей. Совсем чуть-чуть осталось, правильно? Пожалуй. 31 декабря. Да. Окей. Скоро каникулы у Что вы меня. хотите получить в подарок? Давайте по очереди. Я хочу получить телефон iPhone Pro Max. Твоя заветная мечта — телефон iPhone Pro Max. Да. А твой? Ты что хочешь получить? Я хочу получить, как это называется, тоже телефон с планшетом в подарок. И телефон? Айпадом. У меня есть планшет, но он сломался. То есть ты тоже хочешь гаджет? Да, я хочу А Селя, ты что хочешь? мощный. Я бы хотела бы себе собаку французского бульдога серого с голубыми глазами. О, И еще iPad 12 Pro. 11 я перепутала. 11, я да? перепутала. А я хотела Просто новая еще iPhone, версия.
Я хотела iPhone. А если вам подарят не это? Ну ничего. Ну, родители сейчас Нет, родители посмотрят. Рыдать. Рыдать будешь? Буду рыдать. Ну зачем А что, рыдать? например, Надо подарить? поблагодарить электронный самокат, если понравится, это тоже подарить. хорошо. Не А что, плохая например? Ну вот смотри, вот Асель говорит, я говорю, что буду рыдать? Если мне, говорит, подарят электронный самокат, я тоже Здорово буду же, ведь рыдать. Ну покататься да, можно. тоже я Сейчас тоже. вас ваши родители смотрят. Ну да, вижу. Но я их не вижу сама. Ну, Их не видно. ну да, Дед Мороз-то на вас слышит, всегда смотрит. Я не верю в Да. него. Ты не веришь в Дед Мороза? Я не верю. Это же все папа. Я не Не веришь? А ты? Не-не. Тоже Я нет? тоже не верю. Я знаю, кто это подарки дает. Папа. Папа и мама. Это Покупают папа. и ложку Папа делают. одевается в Дедушка Мороза, а вот мама одевается в Снегурочку. И потом это неправда. У нас в садике на утреннике одна воспитательница, не наша, она Дед Мороза, как вот оделась. Я это не поверила. Я сказала, что я не буду в этом участвовать. Короче, мы выяснили, ты хочешь iPhone, ты хочешь iPad iPad и телефон. и 12 Нет, iPad. я Ты- не 12 телефон, а iPad? лучше уж этот. Чего? Вот костюм ниндзя и еще вот эти железные Так, сюрикены. смотри, я понял. Если телефон не дарят, то костюм ниндзя, ну давай без железных Я сюрикенов. Нет, сюрикенами я железными. костюм русалочки Ариэль. Железными То сюрикенами есть альтернатив- и а у тебя- кинжальными. Вот ты хочешь Кинжалом. тоже телефон, Нет, iPad. iPad. Но если тебе подарят электрический самокат, ты тоже не против. Ну это тоже не против. Здорово же ведь. Я Это наоборот. тоже здорово. Или еще один гироскутер. Я передумала. Еще один гироскутер? Нет, два гироскутера. А зачем? У тебя уже два Нет, у гироскутера. меня один. Если бы его выбрал, я бы рада наоборот была. Так, ребят, а теперь давайте все вместе, по очереди, поздравим наших зрителей с наступающим Новым годом. Потому что, когда выйдет это видео, скоро уже совсем чуть-чуть останется до Нового года. И пожелаем всем чего? Начинаем с Удачи. тебя. Здоровья, улыбки, удачи. А ты что? Удачи, чтобы они были, чтобы поскорее выросли, и чтобы у них было все хорошо. Прям ни одной проблемы. И кто в школе и в садике, пусть он не врут, потому что это грех. И вот. И чтобы они были самые хорошие на свете. Я желаю всем счастья, здоровья, чтобы они всегда были счастливыми. Ну и дети, чтобы слушались своих родителей. Да. Не ворчали им, как старый дед или бабка. Не, некоторые могут ворчать. Пахами такие. «Ну, не буду я мыть твою посуду». Замечательно. Я присоединяюсь к поздравлениям наших замечательных гостей. Это целая компания, как мы выяснили, которая пока называется ИМА, архитектурно-строительная компания, которая скоро украсит наш город красивейшими домами. Да. Ну а это был спецвыпуск подкаста «Три медведя». С вами был я, Искандар. И напоминаю, что спецвыпуск нашего подкаста приурочен к 20 ноября, Всемирному дню детей. Именно в этот день была принята Конвенция о правах ребенка. Подкаст подготовлен при содействии ЮНИСЕФ Таджикистан. Всем пока! До свидания. До свидания.